Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему однопозиционный расклад. Как он поживает без вас, ваш бывший. Сегодня у нас вот такая интересная тема про бывших. Напоминаю, что я вам дам на выбор два камушка. И тот камушек, который я загадала, может совпасть с тем, который загадали вы, и тогда это уж точно ваш расклад. Если же нет, если же не совпал, расклад тоже может быть вашим, вполне. Просто вас подвела интуиция, допустим, да. И если вы слушаете, но кажется, что это не ваш расклад, ну, значит, все, как говорится. Хорошо, давайте вот я возьму для нас с вами два агата. Давайте сегодня два агата возьмем. Я их использовала сегодня в видео на канале Школа Таро Альвиен в раскладе, что вас ждет в ближайшие 72 часа. И вот два агата, среза агата, да, это черный агат, а это коричневый агат. Кто-то его называет серым агатом, но он какой-то уж больно коричневый, да? Поэтому, ну, вот так вот. И выберите тот, который я загадала, да? То есть вам нужно со мной поймать коннект. Ну и надеюсь, все сделали свой выбор. Я загадала черный агат, вот этот. Вот. Если вы загадали тот же самый, все, значит, у вас совершенно точно со мной есть сегодня связь, да, и это ваш расклад про бывшего. Итак, использовать я буду Таро хорошей кармы. Я не говорю, что у вашего бывшего хорошая карма, конечно, но я использую это Таро сегодня. Итак, мы с вами сначала посмотрим, как обычно, сдвинем колоду, да, и посмотрим послание высших сил для вас. 3 раза я обычно сдвигаю. 1, 2. Вы пока представляете, что пришли ко мне на чай или кофе, там, не знаю, с тортиком или с ПП, с ПП хлебцами, кому что больше нравится. И настраивайтесь на бывшего, то есть вам его нужно представить. Итак, послание высших сил для вас. А вот как раз 6 кубков, она о бывших. Вот видите, высшие силы поддерживают наш расклад. Это карта воспоминаний. Эта карта как раз-таки показывает, что у человека за плечами всегда большой опыт, много кто есть. Есть прошлые отношения, есть родственники, есть воспоминания о друзьях детства. И иногда мы в это прошлое возвращаемся. Так вот, вас как раз-таки жизнь почему-то возвращает частично в прошлое, то есть к каким-то моментам, да, и действительно могут объявляться люди из прошлого в ближайшем будущем. Вы можете с ними общаться, вы можете с ними встречаться, обмениваться сообщениями. То есть вот такой звоночек прямо из прошлого. Ну и также эта карта, конечно, романтики и воспоминаний о том, о чем вы мечтали в детстве, да. То есть, может быть, стоит это осуществить. Это очень всегда приятно. Вот у меня были такие случаи, что я вспоминала, что я мечтала в детстве, допустим, купить себе комиксы про Скруджа Макдака. И в итоге их купила очень много. И также купила Том и Джерри. И еще много какие комиксы. И все у меня это теперь есть. Слава богу, галочка поставлена. У меня есть комиксы. Разные-преразные. Хорошо. Давайте посмотрим, кто ваш бывший. Вот какая у него карта, да? Какая у него карта? Ну, у него 5 кубков. Это расстроенный человек сейчас. Он разочарован в чем-то в жизни. Может быть, он что-то потерял, разбил, сломал. В последнее время его могут преследовать некоторые неудачи. Это, кстати, бывает связано как раз-таки с тем, что он потерял свой талисманчик, да, например, в вашем лице. Вот. Он не замечает то, что у него осталось. У него на самом деле много чего хорошего осталось, да. Там, допустим, ну, например, родственники, дети, если есть, и там работа, например, ну, у кого что. И, соответственно, он просто этого не видит, он не видит своего счастья. Это человек разочарованный в этой жизни, потому что он сосредоточился на своей печали и на 3 разлитых кубках, да. То есть он хватается буквально за голову в своей ситуации жизненной и находится в некой депрессии, в постоянной печали. Вот. Ну, вот такой вот человек. Бывают такие депрессивные люди или просто их что-то сбило с панталыги, они стали такими депрессивными. Ну, давайте посмотрим, а вы у нас кто?
То есть рядом вас все равно положим, несмотря на то, что бывший, да, у вас рядом. Вы у нас тоже печалитесь, вы пятерка пентаклей. Вот смотрите, он пятерка кубков, а вы пятерка пентаклей, две пятерки. Вы в чем-то очень похожи. Вот даже, я бы сказала, идеально похожи. Вот посмотрите. Как бы чувствуете себя печальными, потерянными, обездоленными, грустными, с чувством вины, раскаяния. То есть у каждого из вас это есть. Вы сидите на пороге дома, в который вас только предстоит пустить. Луч света в темном царстве этот дом. Там есть зеленые растения, солнечное такое настроение, тепло обстановки. Но дверь еще не открыта, да. То есть дверь только будет открываться для вас, чтобы вы зашли туда. И чтобы вы были счастливы. Вы знаете, это может быть именно в связи с этими отношениями вас так карты показывают. То есть не по жизни, да, а именно в связи с отношениями вот с бывшим. То есть по поводу этих отношений у вас есть грусть, тоска, печаль. Кстати, вот груз, да, оговорочка такая, действительно может быть и груз тяжелый на сердце. И, может быть, вы не можете отпустить вот эту прошлую жизненную ситуацию и расстраиваетесь именно из-за нее внутри себя. Даже, например, когда смотрите видео, начинаете вспоминать о плохом, например, да? Хорошо. Какой общий фон у него в жизни, настроение? Ну, то есть мы поняли, какое у него настроение не очень хорошее, да? Но вот общий фон жизни, вот что у него сейчас в жизни? Туз кубков. А у него всего через край, вот всего много. Вы знаете, по этой карте может быть и хорошее что-то. Например, что у человека есть к кому-то чувство. Даже не исключу, что к вам, но вот кому-то есть чувство, да, и этих чувств очень много, и они готовы пролиться, но сдерживает он их или нет, вот в чем вопрос, то есть куда фонтан пошел. Дальше, значит, у этого человека может быть в жизни кто-то, кто навязывает ему свою любовь и слишком фонтанирует в его сторону. То есть у меня к тебе очень много чувств, да, может быть даже это кто-то еще, ну то есть не только вы. И почему он хватается за голову? Потому что он, может быть, не может ответить, да? Или, например, накопилось внутри слишком много эмоций, которые хочется выплеснуть. Положительные, отрицательные, любые. Человек слишком замкнут и скоро прорвет. Вот такое чувство, что скоро прорвет, понимаете? Интересно. Переполненная чаша. Вот знаете, бывает такое, что всего слишком много, да? Когда вас уже переполнило всем, что только бывает, ну там, допустим, семья, дети, работа, вот всего навалилось, и уже через край пошло. Бывает такое. По тузу кубков не всегда бывает все супер, да. То есть, да, бывает, конечно, по этой карте и любовь, но тогда не сочетается с нашей пятеркой. То есть, у человека плохое настроение, он в отчаянии, и мы такие трактуем, но у него большая счастливая любовь. Такое тоже нельзя сказать, да. То есть нужно карты смотреть в сочетании. Наверное, вы это понимаете. Что у него к вам на сердце? Справедливость. А вот он вас как-то считает, вот, что вы не правы, а он прав, понимаете? Вот справедливость — это всегда такая карта честная. Она говорит о том, что человек может гневом праведным даже страдать. Говорить себе, вот я все сделал честно, я все сделал правильно. Например, я ничего тебе не обещал. Я тебе ничего не обещал, и не надо с меня требовать, да? Или ты не права, я сделал все как должен был, потому что это мой долг, да, это мой долг так вот поступить по закону там, например, или по законам общества. Вот это был мой долг так поступить, я прав. У него может быть довольно ядреный характер по этой карте, вот понимаете, именно ядреный. То есть человек может быть очень принципиальный, и у него на сердце к вам вот это чувство справедливости. Я такой весь честный, я такой весь правильный, а ты нет. Или еще может быть противоположное. Я хочу рассказать тебе правду, но ты тогда меня будешь этим мечом справедливости рубить. И я не знаю, как мне поступить, потому что правду говорить всегда тяжело. Вот понимаете, искренне говорить по-честному всегда тяжело. Правда, ее никто не любит на самом деле. Все хотят, но никто не любит. О чем он часто думает?
Ну, о королеве жезлов, скорее всего, это вы и есть. О ком он часто думает или о чем он часто думает. И не обязательно, что вы должны быть знака огня, вот по этой карте. Это может совпасть, что вы знака огня, и тогда это вот, ну, прям в тютельку, да? Но иногда эта карта просто показывает женщину яркую, сексуальную, самостоятельную, которая сделала себя в жизни сама. Если это тоже вам соответствует, то он думает о вас. Если нет, его может заботить какая-то дама. И не исключу, конечно, что знака огня, но может быть она просто вот такая яркая и самостоятельная, и даже симпатичная. Понимаете, королева жезлов все-таки это индикатор женщины. Ну, как ни крути. Что тут еще подумаешь, когда вытягиваешь на мысли именно королеву? Конечно, его заботит дама в любом случае. Ну, хорошо, он часто думает о даме. Возможно, это вы, да? Какое у него сейчас окружение? Какое у него сейчас окружение? Девятка жезлов. Вот видите как? Он от своего окружения буквально отбрыкивается. Он хочет побыть один вот, в своей какой-то проблеме, хватается за голову, защищается. Его окружение обвиняет его в чем-то. На него очень сильно давят в окружении. Его буквально преследуют, как будто бы. Кто-то из близких, кто-то из тех, кто был ему, там, не знаю, другом, семьей, его сейчас преследуют. Может, даже коллеги по работе. Вот давайте посмотрим, что у него на работе. Что у него вообще с работой, с финансами. Тройка мечей. Огорчение. Большое огорчение у него с работой, с финансами и страхи. Вот вы знаете, эта карта, она всегда показывает, что человек столкнулся с какой-то правдой, с какой-то реальностью. И, соответственно, он переживает из-за этого. Может, его на работе обманули, и он это раскусил, да? Или это просто вскрылось. А может быть, его с деньгами кинули. А может быть такое, что он огорчился из-за своей работы, потому что он неправильно ее выполняет, недостаточно хорошо. И ему об этом в лицо сказали, да? А ты ведь не очень хорошо работаешь. То есть вот он и обиделся, он и огорчился, он из-за денег еще и переживает, понимаете? То есть вот эта пятерка кубков – это комплекс всех его проблем. Он сейчас хватается за голову, и в том числе из-за работы финансов. Представляете? То есть у него прям огорчение. Не оценили, не долюбили, не доплатили. Вспоминает ли он вас и часто ли? Повешенный. Да, этот человек вспоминает вас очень часто и считает, что вы оба, ну, это как жертвы этих отношений, именно жертвы. То есть как-то так жизненные обстоятельства задавили эти отношения. Каждый из вас жертвовал и жертвовал, то есть особенно, может быть, вы жертвовали, да, чем-то ради этих отношений, и потом все закончилось, ну, как, даже не совсем-то закончилось, осталось в подвешенном состоянии, но закончилось именно на том, что больше жертвовать было невозможно, понимаете? Просто больше было невозможно жертвовать. Какая-то, может быть, чаша терпения была переполнена, да, и состояние жертвы в отношениях уже очень давило. Но сейчас может быть по этой карте такое, знаете, подвешенное состояние у человека, что не закрыты все вопросы этих отношений. То есть не до конца закрыты. Может такое быть. Хорошо, а следит ли он за вами в социальных сетях? Ага, жрица. Он даже на вас гадает, как будто бы. У кого-то что-то вызнает. Конечно, он следит за вами в социальных сетях. 100% здесь. И жрица, она показывает походы по всяким экстрасенсам, гадалкам, практикам. Интересно, да? Более того, он может создавать левые странички, чтобы за вами следить, чтобы как-то с вами, может, даже вышел на контакт уже, может, вы с кем-то уже в социальных сетях дружите, а он там за чужой личиной прячется. Будьте внимательнее, будьте внимательнее. Может, вы уже с ним общаетесь. Интересно. Что он показывает вам, а что скрывает? Давайте посмотрим, что показывает. Показывает, что он такой весь маг, что он все может, что он крутой, что у него в жизни все получается, что он только волшебной палочкой взмахнет,
и все, у него все выходит правильно, все у его ног, так скажем, да, он такой весь деятель, у него деньги есть, у него связи есть, у него все есть. То есть он себя показывает молодцом, таким возвышенным человеком. Он о себе, скорее всего, где-то дает информацию, как хорошо и классно он живет, да? То есть пытается гордиться собой перед вами. А что он скрывает? Король мечей. Ну, он скрывает то, что... ну, знаете, как будто даже есть момент, как мщение, что ли, потому что у него большая ревность к вам из-за какого-то мужчины. То есть у него это вот очень его задевает из-за кого-то, вот что он подозревает, будто у вас кто-то есть. И, соответственно, вот из-за этого человека у него прям злоба какая-то, холод внутри, лед внутри, вот прям такое вот, знаете, состояние жесткости, жестокости даже по отношению к вам. Поэтому, если у вас никого нет, может, вам лучше об этом как-то... ну, вдруг вы его ждете, да, просигнализировать. А вот если не ждете, можете, наоборот, это афишировать, чтобы он отстал. Хорошо. А есть ли перспектива ваших отношений? Последний вопрос. 8 мечей. Пока вы знаете, трудно. Вот как будто бы этот человек считает себя кем-то, кого нужно вытаскивать из этой 8 мечей. Мол, на него в жизни слишком давят внешние обстоятельства. На самом деле он больше сам закомплексованный, да. Но вот будто бы на него давят жизненные обстоятельства настолько, что вы как рыцарь, вот не он как рыцарь, а вы как рыцарь должны на белом коне прискакать и его из этой 8 мечей прям-таки вот клещами вытащить. За ним, видите ли, нужно ухаживать, ему, видите ли, нужно говорить хорошие слова. И вот раз такой пошел вопрос, вряд ли вы это будете делать. А раз вы вряд ли будете это делать, соответственно, какие уж тут отношения, да? Еще пока между вами будет стоять, ну, эта стена, проблема вот эта. То, что этот человек такой, что он себя мнит вот правым, да, во-первых, что он прав, это вы должны перед ним извиниться, а во-вторых, еще и вытащить его из трудных обстоятельств. Ну вот пусть дальше сидит тогда и ждет, да. Но если вы очень хотите с ним, ну так скажем, наладить отношения, ну раз он следит и делает левые странички, ну тогда смотрите, общайтесь с ним, вдруг вы кого-то подозреваете, продолжайте общение, настраивайте его на себя. Ну вот такая вот у нас сегодня вышла история интересная на картах. Если она вам срезонировала, подошла, пишите свой отзыв. Всем пока и до новых встреч!